Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 26 октября 2020 года, понедельник. Посмотрим, какие у нас события ждут. Выпадает карта «Отшельник». Что будет помогать? Дьявол. Что будет мешать? Король чаш. Действительно, какие-то вопросы будут решаться очень важные, которые приходят по судьбе, и от них не отвертеться. Здесь ситуация, которая может быть связана либо со здоровьем, либо с работой. Да? Очень часто эта карта показывает поиски, да, поиски работы или способы решения проблем со здоровьем. И здесь, конечно, ситуация может быть довольно-таки напряженная. А если же говорить в положительном ключе, то здесь карта может говорить о том, что мы возвращаемся к каким-то вопросам, которые мы раньше пробовали решить и думали, что все уже решили, но они снова и снова к нам возвращаются, и деваться некуда, нам приходится, может быть, проявлять жесткость, может быть, в какую-то власть стараться проявить или привлекать на свою сторону людей из власти, да, привлекать на свою сторону закон для того, чтобы решить какие-то моменты, связанные с какими-то сложностями из прошлого. Это может касаться близкого окружения, это может касаться каких-то бумаг, ошибок в бумагах, в договорах, это может касаться соседей, допустим, какие-то проблемы с соседями, и приходится призывать на помощь органы власти для того, чтобы здесь урегулировать конфликт, да, то есть может быть здесь и такое. Также здесь может быть ремонт каких-то гаджетов, средств связи, или может быть переделка каких-то документов, переоформление бумаг. Вот что-то здесь очень важное происходит. Или, допустим, в работе какие-то перемены. Допустим, вы хотите поменять работу, или меняется формат работы, или какой-то новый проект, может быть, или еще какие-то проблемы, связанные с работой, вы можете сегодня решать. Или, допустим, такое количество работы навалилось, что просто не знаете, как с этим справиться. Тоже может быть такое. Ну и по здоровью, конечно, нужно быть очень осторожными сегодня и не злоупотреблять пищей, чтобы все было в меру, давать себе возможность отдохнуть и так далее. Помогает нам дьявол. Дьявол – это всегда сила, власть, деньги и закон. Да? То есть важно, чтобы это было у нас, нам в помощь. И нельзя давать слабинку. Карта, которая говорит о том, что будет нам мешать, да, здесь как раз король чаш. Король чаш, он всегда не объективен, он проявляет жалость и слабость там, где этого не нужно делать, там, где дьявол будет, жесткость какую-то проявлять, или, допустим, ситуация там с соседями, да, нельзя, допустим, поддаваться на жалость, потому что потом эта ситуация может снова проявиться. В общем, нужно сегодня все доводить до конца, как бы там жестко все это не выглядело. Да, если вы считаете, что это необходимо, что дальнейшее развитие ситуации угрожает вашему здоровью или вашему дому, семье, вашей работе, нужно обязательно этот вопрос решать. Также здесь карта говорит о том, что неплохо сегодня сконцентрироваться на работе, да, побольше побольше трудолюбие, да, может, от чего-то нужно отказаться, и поменьше здесь желание расслабляться, отдыхать, жалеть себя и не включать нервы, скажем так. Отношения. Для тех, кто в поиске отношений, выпадает карта Дама мечей. Но здесь вы можете, знаете, выступать как человек, который действительно в активном поиске, да, и настолько активном, что люди, которые с вами встречаются, они прям это сразу могут чувствовать и стараться держаться от вас подальше. То есть нежелательно прям очень сильно хотеть кого-то найти близкого для себя, да, потому что это может отталкивать других людей. Также сегодня могут появляться такие партнеры, которые, знаете, могут
либо очень хорошими друзьями стать, либо врагами. Тем более здесь вот у нас карты такие сегодня, не очень позитивные, да, может, допустим, человек, который сначала показался другом, может оказаться впоследствии врагом. Будьте осторожны со словами, с критикой, со знакомствами. Так, для тех, кто в паре, девятка пентаклей. Девятка пентаклей говорит о том, что у вас в паре сегодня возникают какие-то вопросы по поводу покупок личных. Скорее всего, один из партнеров хочет что-то для себя купить, а это может быть как-то сказывается на бюджете, и вот здесь могут быть какие-то споры по этому поводу. Но если у вас как бы у каждого свои деньги личные, то значит здесь никаких проблем, и вы просто как бы приобретаете то, что вам необходимо. Но здесь как-то вот именно личные какие-то покупки для вас или для вашего супруга отдельно, да, то есть это не семейное, не общее что-то, а вот что-то такое, что радует, что красивое, что дорогое, может быть, очень сильно хочется что-то такое. Также девятка пентаклей у нас еще может говорить о, кстати, вот об каких-то проблемах во взаимоотношениях, о непонимании, о том, что мы как бы больше ставим на первое место себя, чем своего партнера, или наоборот, наш партнер как-то возвышается над нами, старается как-то наши интересы ущемить, или мы пытаемся как-то ограничить своего партнера. То есть вот такие могут быть ситуации. Для тех, кто в ссоре, четверка жезлов. Карта говорит о том, что нужно остановиться на какое-то время и как бы подумать, подождать, пообщаться, да, вот без каких-то ссор, конфликтов и так далее. То есть вот просто как друзья и посмотреть, что дальше из этого получится. Работа для тех, кто в поиске работы. Здесь колесница. Карта говорит о том, что сегодня как-то события могут так развернуться, что вам может повести какая-то информация нужная до вас дойдет. Для тех, кто работает, семерка жезлов говорит о том, что сегодня очень важно, чтобы вам помогали другие люди. Да, у вас должна быть своя там инициатива, у вас должно быть, ну, как сказать, желание что-то сделать для общего дела, да, но все-таки нельзя отказываться от помощи других людей, нельзя только на себя рассчитывать. Семерка жезлов – это у нас как раз вот карта, знаете, такой силы воли, инициативы, когда мы можем бороться с чем-то, да, побеждать, когда у нас есть новые идеи, когда мы стараемся о себе заявить. Вот такой сегодня день. Но, в принципе, это благоприятно. Но все-таки не стоит забывать об общих интересах, да, вот, чтобы личные не... Ну, в общем, чтобы они сочетались с общими интересами коллектива. Для тех, у кого свое дело, двойка пентаклей. Но здесь, в принципе, карта, которая говорит о каких-то взаимодействиях денежного плана, да, это могут быть сделки какие-то, это может быть заключение каких-то контрактов, это просто продажи, да, двойка пентаклей, то есть один продал, другой купил. Ну и, конечно, здесь не очень прям такой сильный день в плане денег. Все-таки здесь у нас есть возможность, ну как, куда расти, да, то есть не так много сегодня заработок, как хотелось бы. Давайте посмотрим отдельно по финансам. Для тех, кто на зарплате. Десятка чаш. Ну, замечательно, вы сегодня, скорее всего, получите зарплату, либо кто-то из семьи получит зарплату. Для тех, кто своим делом занят, ну, здесь стабильный доход, небольшой, да, но все-таки рост некоторый идет. Здоровье. Двойка жезлов. Карта говорит о том, что сегодня могут быть, знаете, воспаления, простуды. Вот, допустим, можете легко слишком одеться и там попасть там под сквозняк или еще что-то такое, да. То есть здесь вот нужно важно одеваться хорошо, чтобы не было потом никаких воспалений. Ну и, конечно же, здесь нужно быть очень осторожными за рулем, потому что вот эта карта, она обычно говорит о том, что мы можем здесь как-то агрессивно себя повести или как-то поспешить и проблем себе тут нажить, да, то есть здоровье зависит от нашего благоразумия в транспорте за рулем тоже. Итог дня.
Карта Солнца выпадает. Замечательная карта. Будем очень довольны днем. Скорее всего, здесь у нас будет какой-то семейный такой совет, семейный ужин. Как-то мы будем хорошо общаться. И вот такое вот расслабленное состояние, когда вот мы понимаем, что все, я сделал все, что мог. То есть даже какая-то гордость за себя. Это может быть карта денежек, да, когда вот мы заработали хорошо, ну, как бы достаточно для семьи и очень этому рады. Можем вечер провести в какой-то вот такой красивой атмосфере. Может быть, приглашение будет какое-то на праздник, на день рождения. Хотя вроде бы понедельник, но все-таки бывает всяко. Также здесь какая-то проблема с детьми решается, с соревнованиями, да, или какой-то пари, может быть, выиграли, или просто выигрыш какой-то денежный, победа в конкурсе, вот что-то такое, знаете, когда мы побеждаем. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.